Салем, Достар. Ну что, мы выезжаем, проснулись и скажем спасибо этому месту. А мы едем дальше. Впереди Иркутск. Осталось 600 километров. Так, вот место. Ага, это расположен рядом с городом Алзамай. То есть это прям вот посередине между Красноярском и Иркутском. Расстояние между ними в 1000 километров. И именно вот в Алзамае, кафе Паллада, там можно припарковаться бесплатно, переночевать там, потому что фур очень много, спокойно. И покушать вкусно. Еда вкусная. Ага. Конечно, настроение персонала хотелось бы лучше, да, Ника? Но ничего. Ага. Благодарим за то, что имеем. Вот. Было вкусно, тихо, спокойно. И там мужчины, которые вот дальнобойщики, удивлялись тому, что мы втроем, девочки, едем в сторону Якутска, а вообще у них рты опустились, когда узнали, что едем мы с Алматы. Вот, вообще они все в шоке стояли, Ники аж аплодировали. Но было очень смешно, но прикольно, что пожелали хорошей дороги, это было очень приятно. Ну и удивились, конечно, как вы без мужчин вот так втроем здесь сели, еще и с Алматы, это же вообще с другой стороны. У меня там в Алмате, у меня там бабушка в Алмате, у меня там друг в Алмате. Вот, это было прекрасно, прикольно, поговорили, ребята с Ленска. Вот, Ленск тоже в Якутии находится. Ну, кто-то были вот с Благи, все разбросаны по России. И вот говорили то, что привет казахстанцам, кстати, передавали. Угу. Вот, что еще? Ну вот, потому что это самое такое нормальное место мы сейчас проехали, потому что до этого мы искали место, и там были с платной парковкой. С платной парковкой, там людей очень мало было, а тут сразу, видите, вот бесплатная парковка, и все тусовались там, между Красноярском и Иркутском. Вот. Ну все, ребята, скоро, через 600 километров мы увидим Иркутск. Хочется показать вам этот город тоже. Чуть-чуть зайдем, посмотрим, поездим и поедем в сторону Улан-Удэ, Байкал, конечно, где мы будем кушать бузы. Останемся там с ночевой, будем купаться и завтра выедем тоже, ну не так рано, тоже нормальный день. Не хочется сильно торопить события. Хочется тоже увидеть Байкал, когда мы еще вот так сможем поехать. Поэтому это такой редкий случай. И по плану мы должны где-то к обеду приехать в Иркутск, к вечеру на Байкал. Байкал обещает быть там. Иркутск, Байкал 1 час разница, оказывается. Ехать. 1 час ехать только, ребят. Так что вот сегодня прям вот подготовьтесь. Сегодняшний влог будет дольше, чем вчерашний, потому что вчерашний, ну, это все было в дороге. Полдня я еще работала, 13 минут всего. А вот этот будет, как обычно, вот 40 минут, 40-50, наверное, будет. Ну все, Иркутск, жди нас, Улан-Удэ, всем... Байкал в особенности жди нас, бурятам, братьям, салем. Привет, Олег, до встречи. Ой, я хочу бузы прямо. Вот это все такое мучное, мясное, моя тема. Эти пельмени, вот это манты обожает Ксюша. Ой, бузы, люблю самса. Вот, так что на родину буз едем. Извините, ремарка. Улан-Удэ мы не поедем сегодня, оказывается. Это же дальше Байкала. Ну вот такое тоже бывает. Ага. Ника пыталась мне объяснить, я все не поняла. Сегодня, значит, Иркутск и Байкал только. Все. На Байкале мы купаемся, отдыхаем. И завтра будем кушать бузы в Улан-Удэ. Да, бузы завтра. Ну ничего страшного. Зато мы увидим величественное озеро. Самое большое озеро Байкал. Я ее ни разу не
была там, никто из нас там не был, и для нас это путешествие прям, ну, ой, прямо в ожидании. И еще говорят то, что вот Датсан надо, ага, хорошо бы тоже посмотреть, очень любопытно. Вот, так что пишите, кстати, в комментариях, что можно посмотреть в Улан-Удэ. Вот Улан-Удэ город именно, который я очень хочу посетить, очень интересно. И я читаю все комментарии, обязательно отвечу всем, когда у нас связь будет стабильная, потому что мы прям останавливаемся, едем дальше, останавливаемся, едем быстро-быстро все. И, конечно, с интернетом тоже очень сложно, и все идет через VPN. Вот. Ютуба и Инстаграма в России нет. Официально нету. Вот. Ну все, Иркутск, до встречи, едем. Остановились заправиться, Нижнеудинск. Ага. Вот такая заправочная станция. Ага. С кнопкой. Ага. Ну-ка, вытирает лобовое. Ну что, по состоянию машины... С машиной все хорошо. Бабочки камикадзе на месте. Ага. Осталось меньше 200 километров до Иркутска. Дорога оказалась, ну, нормальная дорога, конечно, но на самом деле я устала сильно, потому что вот одно и то же, вот одно и то же, вот это вот, видите, вот это вот, все 1000 километров, вот это только видите, все, никаких других пейзажей нет вообще. Получается, вот из всей поездки самое дальнее расстояние — это Красноярск и Иркутск, 1000 километров, которые вот за одни сутки сложно доехать. Ну, как бы конечно, можно это делать на очень мощной машине быстро, да, вот если вот он как у нас, то это трудновато дается одно и то же вот. Потом, ну, с Иркутска уже, конечно, будет намного красочнее. Можно, не заезжая в города, сразу ехать в Якутию. Но мы хотим посмотреть города, ну и показать заодно вам, потому что, ну, это слишком, вот такая дорога будет все время, если не заезжать. Поэтому мы будем заезжать и в Иркутск, и в Улан-Удэ, и в Читу. Так что все через несколько, ну, через 1,5 часа, наверное, да? 2 часа. Ну, ага, еще 2,5 часа осталось до Иркутска. И заедем, ага, в город. Покажу, расскажу, какой он и как выглядит. Ну, все, дальше едем. Итак, до Иркутска осталось 171 километр. Мы решили заправиться и застряли на этой заправке, потому что колонка, походу, сломалась. Не знаю. Этот Ника с работниками АЗС вообще там на нее кричат, она на них кричит. Вообще тут ссоры, разборки, вы бы слышали на всю заправочную станцию, да. Чё на меня кричите? Я вам не ребенок! А сейчас так мило вместе разрешают проблему. Ну, это очень хорошо. Ага. Просто сейчас весь сюр вот этого разговора, да, то, что сейчас прямо самые любезные люди, как 5 минут назад тут вообще разборки были. Что еще? Ну, проблема просто в том, что
иногда вот Нику, по-моему, воспринимают как маленького, ну, как бы подростка, да, на самом деле. Вообще, если вот вы слушаете, да, вот вы видите, ага, ну, как мы выглядим, да, примерно напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько бы вы дали нам лет, особенно Нике, и про нее думают, что вот ей где-то 20 лет, на самом деле нет. И вот, ну а мы едем в сторону, опять же, Иркутска. И хочется на Байкал покупаться. Очень жарко на улице. Сейчас, надеюсь, все разрешится. Будем держать кулачки. Еще хотелось бы примерную стоимость бензина. Я пишу расходы, сколько во что обошлось. Потом посмотрим, как это по расходам повлияло. Вот. Ну, надеюсь, все разрешится. Итак, друзья, вот я показываю оленя. Видно, не видно? Ага. Усольский район. Осталось 100 километров до Иркутска. Ура! Ура! Ребята, мы наконец-то в Иркутске. У-ху! Это был один из самых трудных. Вот иди, давай аплодируй-ка. Ага, да, так, молодец. Спасибо водителю в этой жизни. Это был один из самых нудных, самых долгих маршрутов. Потому что, как мы вот выехали, да, утром, мы вообще мало где останавливались. Да, один раз там, 2 раза заправились, по-моему. И в туалет сходили, и все, и ничего не было. Потому что дорога, как вы видели, одно и то же. Никаких там перевалов нету, ни туалета, нет ничего. Ой, самая такая нудная дорога. Тебе как вот именно с Красноярска до Иркутска маршрут? Все нормально. Мне было очень-очень трудно. Просто один из самых долгих маршрутов. Дальше должно быть только веселее. Так, сейчас мы хотим показать вам Иркутск. Вот вообще Иркутск сам по себе, как вы знаете, расположен рядом с самым огромным большим озером, с Байкалом. Мы сейчас хотим пообедать, показать центр, проехаться по таким достопримечательностям. Так что до встречи в центре. Посмотрите, Иркутск вообще славится своими старинными зданиями. Они вот постарались сохранить, что очень-очень радует. Историю надо сохранять. Ну, я лично так думаю. И вот таких домиков много здесь. Я смотрела еще другие обзоры по городу Иркутске. Там вот старинные дома, они стараются сохранять и привносить что-то новое, реставрируют. Вот такие дома можно найти. Красиво. Вот еще, посмотрите. Ой, вот еще какая красота. Салон цветов. Пятиполосную дорогу, односторонняя она еще. Очень много машин, оказывается. Прям Иркутск запомнится нам тем, что тут очень тесно, очень много машин. Для города, где проживает 600 тысяч человек, это просто, вот видите, вот везде машины. Мы только въехали в город, а простояли в пробках уже в 3 пробках. Это мы сейчас едем еще кушать. Угу. Покушаем и сразу выйдем, да? Ага. Как-то по сравнению с Красноярском, как-то очень тесно прям. Не так себя чувствуешь, но нормально, хорошо. Везде ищем плюсы. Так, как видите, вот на этих машинах, вот на номерах там написано 138. Это вот номер региона 138. У нас 14-й.
На остановках, конечно, обращают внимание на то, что вот 14-й регион, откуда он, ведь он такой редкий. Ага. Это Республика Саха. И я слышала разговор, где мужики разговаривали там. Это же якуты там живут, да? И типа такого. Так, ребята, смотрим. Это мост через реку Иркут. Ага. Именно в честь этой реки назван сам Иркутск. Этот город. О, ДТП. Ага, в честь этой реки назван город. Почему? Потому что как раз у этой реки был основан первый острог иркутский. Ага, это было в 17 веке. Вот, пожалуйста. В городе Иркутске по официальным данным проживает 605 тысяч человек. Угу, город, в принципе, такой большой. Я думала, как-то он будет меньше, потому что вот по населению, да, он, больше, чем наш Якутск, но там у нас 350-400 тысяч человек, но он намного меньше, чем вот Иркутск. Иркутск прям как город-миллионник выглядит. Название Иркутск и Якутск очень похожие, да? Только Иркутск назван в честь реки Иркут, а Якутск это в честь того, что я душа. Помним, да? Якут это на якутском душа. Якут. Типа. Сейчас мы проезжаем по мосту Глазковский. Посмотрите, вот поезда стоят. Как красиво. Ну а так вообще никак не регулируется дорога. Вот, посмотрите, как красиво. Новый город. Такое чувство, как будто оказалась в Стамбуле. У тебя есть такое? Зашли вот в такое заведение. Шашлык хаус называется. Ну, посмотрите. Взяли комплексный вид. Скоро принесут нам шашлыки. Ксюша заказала себе отдельно шашлык. Ага. А это вот, посмотрите, какой рассольник. Угу. А я люблю косточки. Я прям как собака. Суп очень вкусный оказался. Вот еще шашлык. Свинина. Угу. Ксюша взяла курицу с фри. И у нас вот комплексный обед. Один стоит 333 рубля. То есть это где-то 2000 тенге. Вот за все про все мы заплатили 7800 тенге. Az болсын. Так, смотрите, мы на пути в сторону Байкала и увидели вот такое дерево. Это вот у нас то же самое есть. Ага. Когда ты едешь в сторону, дальше увидите, короче, нужно вот у этого дерева оставить что-то свое, повесить, там, билетики оставить или что-то, короче, нужно дать дань земле, и у тебя как бы все хорошо, ты доедешь до места назначения. Но нужно что-то дать, чтобы потом духи не взяли что-то у тебя взамен. Мы спускаемся в сторону Байкала, и вот везде вот такие знаки. Очень много предупреждающих знаков, потому что спускаемся мы где-то 7,5 километров. Ага, и очень крутые спуски. И все очень медленно едут. И там был еще объявлен такой предупреждающий знак о том, что именно вот в этих поворотах погибло 11 человек и были ранены 70 в ДТП. Поэтому будьте осторожны, если будете ехать в сторону Байкала. Спускаемся. Байкал почти виден, что ли. Ой, так много фур просто. Ага. Вроде спустились. Вот это Байкал, да? Как красиво. Через мое грязное стекло, конечно, не так видно, но мы обязательно остановимся и все снимем. Еще 3 километра спуска.
Впереди камера на 40. Итак, друзья, мы едем в сторону Байкальск. Ага, Байкальск. В Инстаграме поспрашивали, какое же самое классное место. Ага, но многие написали именно Байкальск. Поэтому в ту сторону едем, посмотрим. Там проведем ночь. Ага, посмотрим, какой же домик или квартиру, что мы сняли. Самим аж любопытно. Ой, наконец-то проехали Иркутск, и уже у нас осталось теперь до Невера только 2 города. Это Чита и Улан-Удэ. Все, завтра будем в Улан-Удэ. Читу мы думаем только просто проездом. В Иркутске вот тоже поснимали. Красиво. Ага. Красиво, очень красивые дома. Как-то суматошно все равно очень. В Алмате же это очень все спокойно, и мы привыкли к этому размеренному темпу жизни, и для нас оказалось очень все как-то все быстро, вот так вот. Ага. Вот, посмотрите, как красиво. Машины в принципе присутствуют, но после Улан-Удэ уже меньше, наверное, станет в сторону Читы. А потом с Невера, ага, начнется уже перегонщики в сторону Якутии. А они гоняют, ой, как вообще страшно. Смотрите, вот и величественный Байкал. Красота. А мы все спускаемся. Ребята, смотрите, какая красота! Мы прибыли на Байкал. Красота. Байкал является самым большим озером на планете Земля. Угу. И, кстати, вот этому озеру 25-35 миллионов лет. Угу. А ученые, как же красиво! Ученые оценивают возраст Байкала в 25-35 миллионов лет. Ага, и название, этимология, вот название Байкал идет от тюркских слов, 2 слов. Это бай, ага, богатый, и кюль, озеро, богатое озеро. Это озеро богато большим количеством рыб, особенно лососевых. Вот. Так что бай у нас тоже на якутском, на Сахатыла. Бай — это богатый, кюль — это озеро. Вот Ксюша сидит. Вон Ник ходит с мамой, разговаривает. А я не дозвонилась до мамы. Так, завтра мы будем гулять тоже. Опять же, я поработаю. И завтра, надеюсь, сможем как-то искупаться или хотя бы покататься на сапах, что ли. Вот. Посмотрите. Байкал еще он такой этот прозрачный. И пишут, что он самоочищается. И еще, кстати, он еще увеличивается в 2 сантиметра в год. Да? Ой, вот бы искупаться. А так вода холодная. Вода достигает 10-15 градусов максимально. И как бы не такая теплая вода здесь. Ничего страшного. Так, ну, что еще по Байкалу можно рассказать? Тут водятся такие милые животные, как нерпа. Нерпочки. Ага. И эти нерпы водятся только на Байкале. И как они вообще возникли, как они вообще добрались до Байкала, это своя отдельная история. Угу. И нерпы водятся только в озере Байкал. Вот. Красота. Сейчас у нас где-то 9 вечера. В Алмате 6 вечера. Смотрите. А ты можешь этих уток потом горизонтально отснять?
А где это его? Ага, вон. Прикольно. А они прям самостоятельно плавают? О, прикольно, да? Все в мире животных. Что нас спасает? Кого-то спасает. Ну что, друзья, у нас уже 10:30 ночи, мы уже заселились. Завтра покажу, что за домик сняли. И сейчас я посчитала специально, сколько бензина мы сейчас потратили на данный момент. И еще по бензину, помните, вот Ника ссорилась с кассиром. Угу. Что оказалось? Оказалось, что в Нижнеудинске, где вот я показывала, мы в Нижнеудинске, оранжевая такая заправка, там, оказывается, бензин, он пенится. И этот бензин очень быстро закончился у нас. Должен был полбака где-то, мы же примерно понимаем, сколько мы тратим бензина. Полбака должно было уйти, а ушел полный бак. Мы приехали, и у нас этот пистолет начал глючить из-за того, что там внутри бака бензин превратился в пену. Прикиньте. Ну, мы все уладили, все хорошо. Так что в Нижнеудинске, те, которые... А я знаю то, что как минимум 2 человека собираются с Алматы в Якутск именно на машине. В Нижнеудинске, где оранжевые заправки, не заправляйтесь, там плохой бензин. Ага, и сейчас я хочу сказать то, что вот в среднем, когда вот мы... Сколько стоит бензин в Казахстане по сравнению с Россией? Мы в Казахстане, в Алмате, когда выезжали, заправились примерно на 229 тенге за литр. Угу. А это в рублях будет 38 рублей. И сейчас вот мы находимся на Байкале, проехали уже Иркутск, Красноярск, и в среднем вот бензин стоит 54 рубля за литр. То есть с самого, вот как мы как пересекли границу, там, конечно, бензин стоит дешевле, а с каждой границей оно стоит дороже и дороже. 54 рубля за 1 литр, это в тенге 324 тенге. То есть в России сейчас до Байкала 324 тенге стоит за 1 литр. У нас впереди Чита, у нас впереди Якутия, где оно будет стоить еще дороже. А когда мы переезжали с Якутска, по-моему, там бензин стоил около 65 рублей. Не знаю сейчас сколько стоит, посмотрим. Но вот на сегодняшний день вот столько. Машина 1,6 литров, по-моему. Mitsubishi Outlander 2016 года. И сейчас мы в рублях потратили, сейчас скажу, 12 500 рублей. Это сейчас тенге, сколько я тут, у меня тут ноутбук, прям расчеты. Ага, это 75 тысяч тенге мы потратили за сколько тысяч километров-то, ну где-то вот за 3000 километров. Ну вот, примерно так, рассчитывайте. Ну, в принципе, все рассказала, по-моему. Завтра с утра я опять работаю. И завтра уже в другом выпуске я покажу, что за домик мы сняли. Ну и, конечно, я собираюсь рассказать, сколько на еду было потрачено и сколько на жилье. Это жилье уже, наверное, последнее жилье, которое мы снимем, потому что уже по дороге домой там уже гостиницы такие, которые, ну, если даже будут, то, ну, я не хочу в них спать, потому что там постельное белье обычно не меняют. Ага, и в машине намного удобнее и лучше. Поэтому
решили, что это уже последняя ночевка последняя ночевка именно вот в съемном помещении, ага. И дальше будем уже спать в машине. Осталось где-то 2-3 ночи до момента, как мы доедем домой. Вот, так что спасибо огромное за то, что комментируете. Обязательно, как интернет станет более стабильным, я обязательно всем отвечу. Я все читаю. Огромное вам спасибо. Вы меня мотивируете. Видите, я вот считаю, сижу, у меня там по таблице много, в рублях считаю, в тенге считаю, чеки достала все, ага. Вот, потому что как вот связь появляется, я сразу начинаю вот готовиться к работе тоже, да, и завтра у меня с 2 клиентами созвон, ага, и завтра с утра я хочу успеть с ними созвониться и потом уже в путь-дорогу Улан-Удэ. Так что очень-очень интересно там побывать. Вот, и завтра хочется еще посмотреть Байкал. Хотела искупаться, но там очень холодно. Прям очень холодно. Люди в куртках ходят здесь. Байкал, конечно, один из самых холодных озер, и это чувствуется прям очень. Плюс 31 в городе было, а мы как спустились на Байкал, сразу ощутили сильный холод, хочется прям одеться в свитера, в куртки и укутаться в одеяло и лежать. Какой там купаться? Вот, так что завтра с утра еще в другом выпуске мы обязательно снимем дневной Байкал. Вот, так что, ну все, я сейчас домонтирую и выставляю. Всем спасибо за внимание. Сабумсдар, дорогие. Пока-пока.